Китай на глазах у мирового сообщества проводит репрессии и геноцид тюрков в Восточном Туркестане. Для уничтожения культурного наследия Пекин взялся за интеллигенцию, деятелей искусства и академиков. За последнее время задержаны 300 человек, в том числе и профессора, писатели и журналисты, о судьбе которых ничего не известно, за исключением того, что их содержат в лагерях и тюрьмах. Представители партии Саадет посетили информационный центр Восточного Туркестана. Также руководство партии в германском Манхене посетило Уйгурский культурный центр. Во время визита, на котором присутствовали региональный руководитель Хасан Языр, глава информационного отдела Мурат Гурбуз и Хасан Чимшек, были обсуждены насущные вопросы уйгуров и геноцид народов Восточного Туркестана. Двое граждан Канады, задержанных в Китае в декабре прошлого года, обвиняются в шпионаже. В заявлении Центрального комитета Коммунистической партии Китая указывается, что бывший дипломат Майкл Джон Коврик и бизнесмен Майк Спавер обвиняются в хищении секретной информации, которую они получали через связного агента. Китайские правоохранители задержали их сразу же после ареста старшего менеджера Huawei в Канаде. Для устрашения Ирана Саудовская Аравия начала поиски альтернативы США для трансфера ядерных технологий. Официальный Рияд, тесно контактирующий в последнее время с Пакистаном, Китаем и Южной Кореей, заверяет, что собирается использовать ядерные технологии исключительно в мирных целях. Однако США обеспокоена тем, что Саудовская Аравия может использовать ядерную силу в военных целях. Россия договорилась с Индией о поставке модернизированных ядерных подводных лодок «Акула» класса «Тайфун», выпуск которых начался в 1980 году. По сообщениям российских СМИ, подписание договора на сумму $3,3 миллиарда состоится 7 марта.